Ассаламу алейкум, мир вам! С вами Кадыр Маликов на телеканале НТС в программе «100 вопросов О». На ваш взгляд, каким должен быть правитель? Согласно исламу, правитель вообще-то должен быть справедливым, это в первую очередь. Но что такое справедливость? Каждый по-своему трактует это слово. Справедливость в исламе – это очень обширное понятие, но чтобы его рассмотреть, необходимо посмотреть саму историю. Какие были правители в исламе? Какой след они оставили среди народа? Какие основные характеристики были присущи этим правителям? Ведь бывают правители великие по своим делам, бывают правители, которые остаются в памяти народа как личность, как человеческие качества, да? То есть показывать свои человеческие качества. И вот я хотел привести такой пример, кто в Кыргызстане, в нашей истории, кыргызстанской истории, оставил среди народа память, которая существует по сегодняшнее время. Это Исхак Разаков, это те правители или те сыны народа, которые действительно были и просветителями, и одновременно они остались в памяти народа как сыны народа, то есть были среди народа. Что их отличало, какие качества? Ну, во-первых, правитель – это не тот, кто наделен только властью или полномочиями определенными, или выиграл выборы. Настоящий правитель – это тот сын своего народа, который в трудные времена остается и в любые времена остается вместе со своим народом и знает все чаяния своего народа, отвечает на те вопросы, на те задачи, решает те задачи, которые являются первоочередными. То есть это не просто обещания или выполнение этих обещаний. Это в первую очередь, наверное, та связь человеческая, связь, которая не перестает оставаться между личностью и обществом. Справедливый правитель – это тот, кто одинаково относится ко всем представителям своего народа, не разделяя на оппозицию, на своих и чужих, на национальность или на принадлежность к какой-то партии и так далее и тому подобное. То есть он остается служителем своего народа в целом. Конечно, конечную оценку давать правителю трудное дело, но в целом время судит. Да? То есть по прошествии времени, как народ отзывается о правителе, такой он и есть. Поистине в этом есть мудрость, потому что даже человек, любой человек, находящийся среди нас, мы судим о нем в памяти после только его смерти. То же самое и правитель. То есть по прошествии времени народ дает оценку. Но понятие кораническое о правителе, оно уходит дальше, за эту же грань этой жизни. То есть это оценка, самая высшая оценка со стороны Создателя. Если человек в намерении в своем был чист перед Богом, он был правдив перед Богом, был садыком, он служил действительно ради Аллаха в пользу народа, то в судный день Аллах оценивает данного правителя. То есть есть хадис, где наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в судный день, когда не будет ни одной тени, кроме тени от трона Аллаха, то под троном Аллаха там перечисляется 7 человек. И одно из первых перечисляемых мест, которое получит под тенью Аллаха, является справедливый правитель. Справедливым очень трудно быть, потому что, как вы знаете, короля делает свита, также и правителя делает его команда, его свита, его окружение, его родственники и, наконец, семья. Поэтому настоящий справедливый правитель – это тот, кто относится справедливо не только к своим подчиненным непосредственно, но и относится справедливо к своим подчиненным и своим самым близким людям, то есть это семье. У него равная оценка, он по-равному относится ко всем, да? Он думает о каждом в обществе, потому что очень трудно
конечно, быть правителем и думать о каждом бедном гражданине, о немощном, старом, о пенсионере, допустим, или даже о каждом члене, независимо от его социального положения. То есть в этом и заключается смысл справедливости. Также есть хадис нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что вы будете стремиться к власти, а потом будете сильно сожалеть об этом. Сегодняшняя история показывает о том, что, к сожалению, тот урок, который мы прошли в 2005-2010 году, он как бы остался неувиденным, да? О том, что все-таки власть – это большая ответственность. Возглавлять народ, брать, значит, на себя большую ответственность за будущие судьбы, не только в этой жизни, но и на том свете перед Всевышним. За что должны отвечать правители? Правители отвечают не только за принятие своих политических решений, но и за последствия этих решений. Отвечают они и за каждого обиженного или несправедливо обиженного любого гражданина в том обществе, в котором они живут. Да? Имеет ли право глава государства вымещать свою обиду? Конечно, нет. Правитель должен быть мудрым. Правитель должен где-то быть терпеливым. Бывают моменты, когда в средствах массовой информации или в других каких-то местах задеваются даже личные качества правителя. Конечно, закон охраняет правителя, но где-то правитель должен, самое главное, быть великодушным. Потому что величие правителя – это его великодушие. Я вспомнил недавно бейт, то есть четверостишье великого арабского поэта Ибн Араби, который сказал, на русском языке примерно так звучит: у великих людей их великие дела как ничто, да? Как мелкие дела, а у ничтожных людей их мелкие дела в их глазах видятся великими. То есть здесь надо смотреть так, что любой политик, претендующий быть первым или вторым в этой стране, должен быть великодушным, должен не считать свои дела, потому что в конце оценку его делам дает история и, наконец, дает народ, а все-таки стремиться максимально делать благо, максимально призывать к миру, соединять разъединенное в этом обществе, уметь находить общий язык со всеми гражданами страны, уметь быть отцом нации, я бы сказал бы, уметь одновременно быть не просто правителем во власти, но и слугой своего народа, потому что это большая честь. Мы все рабы Аллаха и не должны стесняться этого. Быть слугами своего народа – это большая честь, оказанная нам Аллахом. И когда народ выбирает своего правителя путем голосования, референдума и так далее, то это акт доверия или акт договора, где взамен временно, когда дается власть, то взамен этого правитель обязуется быть слугой и обслуживать интересы своего народа. Что говорит ислам о законах и судах? В первую очередь, судебная система, она является сердцем любого государства и любого общества. И, естественно, суд является основополагающим мерилом, насколько справедливы законы или насколько справедливо это общество или государство. Если законы в стране существуют, но суды несправедливы, допустим, то это уже начало конца государства. То есть государство, его сила, его справедливость определяется судебной системой.
Самое главное – это суд. Почему мы говорим о судах? Казалось бы, у нас есть армия, есть правительство, есть другие государственные органы, даже законодательные органы. Но суд, судебная система, она является символом и, как я уже сказал, сердцем страны и общества. Потому что суд, он имеет аналогию с судом, который есть у Аллаха. Почему? Аллах является господином в день суда, Малики Яумиддин. А человек, которому низведен Коран, или, допустим, в современном обществе существуют определенные законы, Аллах уполномочил и дал нам возможность осуществлять судопроизводство в этой жизни. Это временное, наделенное полномочие, которое существует до судного дня. Оно находится среди людей. То есть проведение суда, право проведения суда, для чего это делается? Чтобы на этой земле были установлены весы справедливости и чтобы в обществе не было хаоса, беспорядка, несправедливости, чтобы как-то уравновесить. И в этом заключается первый экзамен. Насколько человек, когда ему даны законы, он будет справедливо судить. Насколько человек и общество любит справедливость и стремится к ней. То есть из этого исходит и судный день, что в день суда человек будет судим Аллахом, божественным судом. За что? За свои неправильные деяния, но также за несправедливые решения. Недаром в хадисах очень много приведено мест или, как бы сказать, ситуаций, когда, например, касающиеся суда, судопроизводства. Один из хадисов нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, гласит о том, что наш пророк призывал к справедливости вынесения решений. И он сказал о равенстве всех перед законом и сказал, подчеркнув, что если, клянусь Аллахом, моя дочь Фатима украла бы, то я бы отсек ей кисть. Да? То есть это в переносном смысле означает, что даже дети нашего пророка, его семейство, все члены общины, они равны перед законом Аллаха. И в этом смысле понятие справедливости суда, оно очень важно. Потому что в Коране Аллах в сура Ар-Рахман, милосердный, говорит о том, что «Я есть Господь, тот, в чьих в руках власть». Табарракаллази биядихиль мульк. Благословен тот, в чьих руках власть. То есть реальная власть, она принадлежит только Богу. Мы же получили временное использование власти для того, чтобы пройти это испытание. Насколько мы будем справедливы. Аллази халякаль маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля. И Он тот, который создал жизнь и смерть, чтобы испытать нас, кто издаст лучше по деяниям. Это сура Табарак. Но в сура Ар-Рахман, милосердный, Господь Бог, Аллах Субхану ва Тааля, говорит: Он тот, который создал весы и возложил эти весы, мерьте этими весами справедливо и не нарушайте весов. То есть Аллах создал эту землю, небеса и сделал определенные законы. То есть сделал их на весах и дал нам весы. То есть это есть понятие справедливости суда, проведения суда, измерения блага и добра. Да? И Аллах говорит: «Ва акимуль вазна биль кисти валя тухсируль фил мизан». И мерьте весами вес справедливо и не нарушайте весов. То есть это относится вообще к оценке любых дел, в том числе и осуществление судопроизводства. И если суд несправедлив, если суд выводит какие-то решения через деньги, то рушится вся система справедливости и отношения к закону, к государству, к обществу. Общество, то общество, где суды несправедливы, то это общество несправедливо и несправедлива власть. Это оценка не наша, не человеческая, это оценка самого Аллаха Субхану ва Тааля, всего самого Господа миров. То есть если мы в обществе признаем законы, принимаем законы, но при этом, когда мерим
измеряем, я имею в виду производим судопроизводство, берем взятки и выносим несправедливые решения, то это общество в целом, государственная власть, получается несправедливой. Поэтому очень важно, чтобы в государстве, в обществе были не просто мы должны равны быть перед законом, но чтобы эти законы работали, чтобы судопроизводство, суды были справедливы и прозрачны. В них есть справедливость. Если суды несправедливы, то это ведет к недоверию к власти, недоверию к судам, недоверию к вообще государству. И это начало конца государства, потому что любое государство, его жизненное обеспечение, его сердце является справедливое судопроизводство, справедливость судьи. Справедливый судья – это очень важно, да, для нашего государства. Если человек всегда думает о плохом и говорит об этом, может ли это сбыться? Вы знаете, да, в исламе есть такое понятие, как хаснузан, да? То есть основа в нее, это переводится как думать о хорошем, думать хорошее о своем соседе, о своем брате верующем, о других людях, думать хорошее вообще думать хорошо, да, в целом, потому что человек так создан, что его мысли могут материализоваться, потому что сначала, когда человек думает плохо, и когда он постоянно пессимист, то он травит себя, отравляет свои мысли. Своими плохими мыслями он отравляет самого себя и окружающих. Поэтому в исламе очень важно, чтобы верующий мусульманин всегда думал хорошо. Почему? Потому что хаснузан билля, да? Потому что его хорошие мысли, они непосредственно касаются хороших мыслей о Боге. Что бы ни случилось, мусульманин должен воспринимать и плохое, и хорошее как испытание. Он должен хорошо думать о своем Создателе, о том, что его Создатель не наказывает его, а испытывает. Что его Создатель все равно простит его, несмотря на какой-то грех. Да? То есть нельзя, чтобы человек падал духом, чтобы он входил в состояние пессимизма, потому что это близко к неверию. Поистине, шайтан, сатана разочаровался, он упал духом, потерял надежду и стал сатаной. Заметьте, в Коране, да даже в Библии, сатана не обращается к Богу: «Прости меня за грех, я оступился». Нет, он впадает в свой пессимизм. Он становится неверующим в то, что Господь всепрощающий. А ведь Адам, после того, как с Евой они съели яблоко, отведали от запретного плода и были низведены на землю, сразу тут же покаялся, и Аллах простил обоих. То есть здесь очень важно знать, что наши мысли могут материализоваться, поэтому нужно хаснузан, на арабском переводится как думать хорошее и думать хорошо о других. И в Коране, в исламе запрещено саюзан, то есть думать плохо об окружающих, о жизни, постоянно быть пессимистом, воспринимать все в черных либо в серых тонах. Это все не от ислама, потому что верующий мусульманин должен всегда надеяться, что все будет хорошо, что человек спасется. Есть такой хадис нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Этот хадис подчеркивает ту великую божественность, ту, я бы сказал, величие нашего Творца, Создателя, где Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом хадисе Кудси сам о себе. Что говорит Аллах сам о себе? То есть он говорит с устами пророка: если бы мой раб знал бы, какой Аллах Субхану ва Тааля, Всевышний Творец, в гневе, то самые верующие, те, кто находится постоянно в поклонении бы, испугались бы о том, что Господь, возможно, не простит их грехов. Испугались бы его наказания. Но если бы самые неверующие узнали о милосердии и любви Аллаха, насколько Аллах любящий, насколько Он милосердный, насколько Он милостливый,
то самые бы отъявленные грешники и даже неверующие, у них появилась бы надежда, что они попадут в рай. Представляете? То есть в этом и заключается суть, что ислам есть религия умеренности. Умеренность во всем. То есть мы не призываем к постоянному смеху или к легкомысленному отношению к жизни. Ни в коем случае. Мы также не говорим о том, что необходимо уходить в пессимизм и не радоваться в этой жизни. Нет, ислам есть умеренность. Соединение, гармоничное соединение между двумя мирами, между духовным и материальным. Ведь в Коране Аллах говорит: «Фамшу фи манакибиха ва кулю мин рызкиха». Ходите по земле, по ее ременам и питайтесь из его рызка. Да? Из того рызка, из тех благ, какими он одарил эту землю. То есть именно об этом есть призыв в Коране. И поэтому ислам есть умеренность и гармоничное соединение между двумя мирами. Это как птица с двумя крыльями, которая полетит, если она имеет два крыла. Материальное и духовное, они должны гармонично взаимодействовать. С вами был Кадыр Маликов в передаче «100 вопросов О» на телеканале НТС. Благодарим за предоставленный интерьер для съемок Golden Dragon Plus.